Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, Дуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях мой друг хороший, коллега по организации Лига свободных наций, один из лидеров Черкесского национального движения, генеральный секретарь Совета Объединенной Черкесии, член президиума Лиги свободных наций Рустам Хуажев. Салам алейкум, Рустам. Валикум ассалам, Руслан. Спасибо за представление. Я приветствую всех зрителей твоего канала, вашего движения. Мне очень приятно, что вы меня пригласили, поскольку я вижу постоянно именно представителей башкортов в комментариях, которые под нашими видео постоянно комментируют, отзываются и желают нам всяческих успехов. Мне очень приятно быть у вас в гостях. Рустам, вот сегодня, без, скажем так, ложной скромности, наверное, можно сказать, что ты один из таких ярких спикеров канала Лиги свободных наций. Очень сильные у тебя видео. Особенно последнее твое видео, которое мне очень сильно зашло. Я его там 2 раза даже пересмотрел, когда ты ответил своим манкуртам. Кто не знает, я расскажу предысторию. Буквально недавно Верховная Рада Украины приняла постановление о том, что она признает геноцид черкесов, правильно, по-моему, да, я назвал, вот, и право на восстановление собственного государства. И в духе, как говорится, манкуртизма самого настоящего, чиновники из Черкесии делали заявление, это не чиновники, по-моему, общественные деятели, делали заявление, где осудили, так вот, скажем так, осудили вот это вот постановление Верховной Рады вообще. Можешь об этом что-то рассказать коротко? И вот твой ответ был очень сильный такой. Так, да. Да, конечно. Спасибо за вопрос, Руслан. Эта проблема манкуртизма, она существует, в принципе, в любом народе, особенно на стадии, которую проходим и ваш народ. Мы столкнулись с этим явлением абсолютно прогнозируемо, поскольку это последствия, значит, последствия жизни внутри империи, которая длилась на протяжении больше 200 лет в нашем случае. Значит, это последствия последних десятилетий активной пропаганды, это последствия разложения общества в целом. И, конечно, явление манкуртизма, это мы считаем, что это вполне нормальное явление, с которым надо бороться. В нашем случае есть, конечно, особенности среди черкесского народа. Это, в частности, касается, это обусловлено тем, что черкесский народ рассеян по всему миру. Большая часть черкесского народа проживает за пределами Российской Федерации. И ни образованием, ни самосознанием черкесского народа никто не занимался, кроме самого черкесского народа, соответственно. Но этим очень активно в последние, особенно 2 десятилетия, занимались российские спецслужбы через взрощенные своими руками общественные движения, которые были зарегистрированы на территории Российской Федерации, и ассоциированные с ними в черкесской диаспоре за рубежом организации. Они откровенно получали финансирование из российского бюджета, какие-то преференции, ассоциированные с
российскими спецслужбами общественные организации имели такие преференции, как беспрепятственное получение виз на свою историческую родину, как бы это парадоксально ни звучало, представителям черкесского народа, чтобы посетить черкесскую свою родину историческую, ну, необходимо была и есть получение российской визы. Все это в совокупности, конечно, на сегодняшний день влияет и на определенную прослойку общества, на определенных коррумпированных меркантильных лиц, которые откровенно, явно продались российским властям за какие-то, ну, если так грубо сказать, плюшки. Поэтому восприятие, признание геноцида черкесского народа в русско-кавказской войне Верховной Рады было воспринято ими, скажем так, не то чтобы холодно даже, холодно было воспринято, в принципе, обществом на территории Российской Федерации, черкесским обществом, но ввиду объективных обстоятельств. Выражать свои положительные эмоции сегодня это опасно. Соответственно, было проявлено определенное, скажем так, равнодушие. А лицами, ассоциированными со спецслужбами, с российской властью, с Кремлем, это было воспринято агрессивно-радикально. Причем без приведения соответствующих доводов даже. Что выглядит со стороны, ну, по меньшей мере, смешно. Значит, эта их реакция понятна. Наша главная задача, чтобы те люди, есть и заблуждающиеся люди, реально заблуждающиеся люди, которые считают, что, ну, скажем так, если по-простому сказать, ссориться с российской властью невыгодно для черкесского народа и контрпродуктивно. Необходимо, чтобы до них дошло, что с российской властью договориться невозможно, просто невозможно. Это доказано опытным путем. На протяжении десятилетий советской власти и на протяжении вот последних 3 десятилетий российской власти. Мы за это время лишились обязательного изучения родного языка. Наш народ не может отмечать траурные страницы своей истории. Мы разделены на 3 анклава внутри Российской Федерации. Представители нашего народа не имеют права на репатриацию, да, несмотря на то, что в Российской Федерации существует закон о репатриации соотечественников, но почему-то черкесы не вошли в эту категорию. И все это является доказательством того, что народ погибнет и ассимилируется в течение ближайшего времени, если у нашего народа не будет своей государственности. Мы, вот пассионарная часть черкесского общества прекрасно понимает важность и значение признания геноцида черкесского народа Верховной Рады, и мы считаем это важнейшим шагом для развития нашего национально-освободительного движения. Я не случайно затронул в самом начале вот эту тему. У нас, кстати, немножко картинка зависает у тебя. Да, у тебя тоже, Руслан, подвисает. Интернетом. Так вот, не случайно затронул. Почему? Потому что то же самое происходит и в нашем народе, в башкирском народе. Точно так же банкрутизм процветает. Точно так же есть люди, которые считают, что ссориться с российской властью сейчас контрпродуктивно, как ты сказал. То нужно сейчас приспосабливаться, как-то выживать. Но когда тебя откровенно, скажем, по очереди твой народ заталкивают в печь, крематорий,
живьем и сжигают, то понятно, что здесь надо бороться. Ну, приспособиться в таких условиях невозможно. А тебя откровенно уничтожают. Точно так же у нас буквально недавно прошел Всемирный Курултай-Башкир. Туда собрались, как они считают, собрали, точнее, представителей лучшего общества. Это лучшее башкирское общество, которое там присутствовало, в кавычках, проголосовало за резолюцию, принятую, где, скажем так, одобрила внешнюю политику Путина, одобрила внутреннюю политику, опять поговорила там, повздыхала о исчезающем башкирском языке, но какие причины привели к этому, осудила, то есть какие причины привели к этому не назвала, осудила, скажем так, иммигрантов башкирского числа, которые сейчас мутят воду по этому. Ну и вообще осудила всех тех, кто принимал участие в баймакских событиях, которые прошли год назад. Вот, поэтому, да, к сожалению, вот эта политика российская, она идет по всем народам вот такая вот. И люди действительно предают интересы своего народа за какие-то плюшки, за теплые места, за возможность вести и так далее. С этим надо бороться, их надо обличать, я уверен. И вот твой ответ, я его у себя перепостил на канале, показал, что так и нужно. А по поводу, вот как раз мы перешли, ты рассказал о том, что вам необходимо, чтобы выжить, иметь свое собственное государство. Я абсолютно полностью согласен, придерживаюсь такого же мнения и борюсь за то, чтобы у нас было свое собственное государство. Каким там видишь государство, каким оно должно быть? Если я не ошибаюсь, то война, которая закончилась в 1864 году, оккупацией всех по Кавказа, и сегодняшние города, такие как Сочи, допустим, да, курортные города, это все бывшие земли черкесские, оттуда с самых благоприятных земель были выселены черкесы, и мы знаем, что приезжали даже турецкие пароходы, которые забирали черкесов, или потому что взяли земель, а те, которые остались, ну вот, пытались приспособиться, как ты говоришь, анклава. Как собираетесь возвращать территорию вашу прошлую? Насколько, какая она, вот в вашем представлении, должна быть, эта территория? Какие земли сегодняшние должны в нее входить? Вот если можно, коротко об этом. Да, спасибо, Руслан. Ну, каким будет будущее черкесское государство? Оно, в принципе, заложено уже в самом черкесском обществе. И сохранилась сама структура взаимоотношений в черкесском обществе. Нам ничего даже особо придумывать и не надо. Само черкесское общество, оно обладает очень сильными горизонтальными связями. В этом сила черкесского общества, и, как ни парадоксально, в этом и определенные сложности создаются при консолидации общества, поскольку вертикали как таковой нет. Вертикаль в обществе очень слабая. Само черкесское общество на протяжении последних, можно сказать, на протяжении последнего тысячелетия было в основе своей демократическим обществом, самоуправляющимся. В нем стержнем этого общества был такой кодекс, воспринимаемый и принятый всем обществом. Это Хабзе, который, в принципе, регулировал абсолютно любые области жизнедеятельности всего черкесского общества. Это продолжается и по сей день. То есть, прибыв из республики Адыгея куда-то в турецкую деревню, ну, не в турецкую, а в черкесское селение в Турции, я абсолютно не чувствую ни дискомфорта, ни разницы ни в своем поведении, ни в поведении своих соотечественников. Мы
живем абсолютно по одинаковым правилам, по одинаковым законам. До сегодняшнего дня это были неписанные законы. Поэтому будущее черкесское государство, естественно, я вижу демократическим, светским и с парламентской формой правления. Все это заложено непосредственно уже в основах самого общества. По-другому это общество жить не сможет. Даже на сегодняшний день выстроенная вертикаль, выстроенная Кремлем вертикаль власти, она в наших республиках, в тех анклавах, которые существуют, работает даже номинально. Она не имеет того скелета, который имеется в других регионах. У нас эта вертикаль как бы существует, но общество в любом случае регулирует свою жизнь. Это касается в основном, естественно, черкесского этноса. То, что, допустим, в других регионах в России могут назвать там определенной клановостью, на самом деле это кажется со стороны, это взаимоотношения этого общества. Но возвращаясь к построению черкесского государства, я бы хотел отметить, что у нас есть определенная сложность ввиду последствий, сложившихся в ходе исторического развития. Это рассеянность черкесской зарубежной диаспоры по всему миру. В этом есть сложность, но и в этом есть наше огромное преимущество. То есть наши диаспоры интегрировались в общество в других государствах, причем интегрировались не просто в формате выживания, а интегрировались в формате строительства этих государств. Это касается и такого регионального крупного игрока, как Турция, где по меньшей мере, во всяком случае, по данным Великого собрания Турции, черкесское население в Турции составляет около 6 миллионов человек. И в построении турецкого государства и в развитии черкесское общество принимает самое активное участие. Представители черкесского этноса являются и являлись и являются и депутатами Великого собрания, и мэрами разных городов, занимают должности в оборонной сфере, в политике. И по такому же принципу во многих государствах черкесам удалось интегрироваться в общество этих государств. Это и касается и Иордании, и Израиля, Германии, Соединенных Штатов Америки и множество других государств. В этом есть наше преимущество. Мы понимаем, что желание репатриироваться на историческую родину, естественно, будет не у всех. Можно сказать, даже у большинства его и не будет. Но какая-то значительная часть этого общества, в том числе и высококвалифицированные специалисты, бизнесмены, политологи, социологи, вернутся на родину. Это будет являться основой нового государства. И вот этот опыт, который был накоплен в плане взаимодействия с другими народами, с другими конфессиями, бесконфликтный опыт проживания, вот это все мы перенесем в свое государство. Мы, возможно, какой-то новый опыт таким самым дадим всему миру, всему мировому сообществу. Ну а вот вообще, как будет идти процесс становления государства? Но если я не ошибаюсь, поправь меня, на данный момент на тех территориях, на которые претендует черкесское государство будущее, проживает
Ну, что-то от 5 там, до 8 миллионов русских. Как быть с этим? Спасибо, Руслан. Да, на территориях исторической Черкесии проживают не только русские, большой, ну, естественно, большая часть это, во всяком случае, русскоязычное население. Это и украинцы, и белорусы, и поляки, греки, армяне, в том числе уже получается в ходе последних столетий интегрированно с нами проживают и другие автохтонные народы. Это карачаевцы, балкарцы, это их родная земля тоже, но мы уже интегрировались. Естественно, что все, кто проживает на этой территории, все эти люди, у кого будет желание, естественно, никто не будет заставлять, это будут граждане этого общего государства с абсолютно одинаковыми правами, с абсолютно одинаковыми обязанностями. Единственное отличие, значит, за что мы боремся, это право на репатриацию на свою историческую родину будут иметь черкесы и представители других автохтонных народов, которые в силу трагических обстоятельств покинули, значит, свою родину. Вернее, их потомки, получается, ну и потомки наших предков. Вот. Во всем остальном это будет демократическое государство, с, со всеми, значит, с абсолютно равными правами для всех граждан без учета национальностей, конфессий. Вот демократическое государство. Поэтому нету речи о построении какой-то великой Черкесии, нету речи о построении чистого этнического государства. Мы отталкиваемся от событий, от сегодняшнего дня мы отталкиваемся. Мы принимаем реальность как данность. Это я все понимаю, да, но реальность говорит сегодня о том, что, как я сказал, больше 5 миллионов русских в сегодняшний момент проживает на вашей территории, где вы собираетесь строить свое государство. И даже если половина черкесов вернется обратно, учитывая то население черкесов, которое сегодня есть в Российской Федерации, их, скорее всего, будет меньше, чем русскоязычного населения. Но давай честно признаемся, что большинство русскоязычного населения, те же самые украинцы, белорусы, немцы, греки и так далее, которые в прошлом были как бы этнически теми народами, о которых я сейчас говорю, в большинстве сегодня они себя в результате этой пропаганды считают русскими, как правило. И мало кто будет возвращаться там к своим корням. Ну, кто-то, возможно, вернется, но вот все равно. И в итоге вот это русскоязычное население, которое много лет было пропитано пропагандой великодержавного русского шовинизма, представим, что получится так, что вот этого населения будет больше, чем черкесов. Соответственно, в демократическом государстве, в любом, во всех выборах будут побеждать в большинстве своем русскоязычные. Ну, то есть, если они меняться, то они смогут продвигать своих кандидатов, там, своих депутатов, мэров городов выбирать и так далее, и так далее. Как вот здесь, не угрожает ли национальной безопасности черкесского государства эта ситуация? Спасибо, Руслан. Да, я понимаю вашу тревогу и опасения, но здесь существуют, значит, такие моменты. Ну, и вы, и я, мы все прекрасно понимаем, что такое большинство. Сегодня этой пропаганде, значит, подверглись не только русскоязычное население, но в том числе и черкесское, и балкарское, и карачаевское, все население. Большинство всегда, значит, склоняется туда, значит, куда дует ветер. Сегодня они подверглись кремлевской пропаганде. Завтра в построении этого государства будут участвовать другие силы. И им придется смириться всем. И черкесам, и русским,
и грекам, всем абсолютно придется смириться. Никто не говорит, что вот так вот за ночь проснутся и все вдруг станут разумными. Мы все это прекрасно понимаем. И еще один момент я бы хотел здесь отметить. Необходимо учесть, что право на репатриацию – это право на переезд, но право на гражданство этого никто не отменял. У нас в истории человечества есть примеры, когда человеку, чтобы быть гражданином, не обязательно жить на своей территории. Мы право на гражданство, значит, всем желающим черкесам предоставим. Со всеми вытекающими, соответственно, последствиями, с правами и обязанностями. Если человек, находясь и проживая за рубежом, этнически, значит, если он считает себя черкесом и принял гражданство, соответственно, он будет платить и налоги, он будет служить и в рядах вооруженных сил, он будет участвовать и в голосовании. Вот, поэтому тут вопрос количественного перевеса других этносов, это такой, я бы так однозначно, да, не говорил бы о том, что кто-то за счет преимущества, количественного преимущества может выводить политику на свою линию. А так я не спорю, абсолютно не оспариваю право других национальностей быть и мэрами, и депутатами, даже создание экстерриториальных автономий. Это абсолютно право народа. Это, если мы считаем себя демократическим государством, мы обязаны такое право дать любому народу, который проживает на этой территории. Я просто к чему тоже задал этот вопрос. У нас также в Республике Башкортостан это большая проблема. В результате массовых волн колонизации в сегодняшний момент русскоязычного населения очень много. А даже по последним переписям на несколько процентов больше, чем коренного населения башкир. Но не больше 50% их. То есть мусульманского населения, татар и башкир, а если объединить, то их больше. Русских в 2 раза практически. Вот. И мы у себя в своем проекте, скажем так, расписали, как будет даваться гражданство будущего независимого Башкортостана. То есть человек, проживающий на территории Республики Башкортостан сегодня и, скажем, попадающий будущий гражданин свободного Башкортостана, он обязан будет принести клятву на верность Конституции Республики Башкортостан и, то есть, подчинение ее законам. Если человек дает такую клятву, он становится гражданином Башкортостана и имеет право там на все льготы и так далее. А человек, если отказывается давать такую клятву, он точно так же остается жить на территории Республики Башкортостан, но лишается права участвовать в политической жизни Башкортостана. Выбирать кого-то или быть избранным. Вот как бы так. Да, я понимаю, это как бы техническая сторона решения этого вопроса. Тут это вполне тоже разумный подход, и любой человек, любой гражданин, который признает свое, так скажем, это может не совсем правильно звучать, но подданство этого государства, принимает как и права, так и обязанности. Я тут согласен. Есть примеры, вот балтийские государства, допустим, где есть граждане этих государств, есть люди, которые имеют право проживать, но при этом ущемлены в каких-то гражданских правах ввиду того, что либо, значит, незнание языка, если это является обязательным условием этого государства, либо еще каких-то нюансов, предусмотренных их законодательством. Поэтому я понимаю, о чем речь идет, и я считаю, что это вполне справедливо. Да, в балтийских странах, а именно в Латвии и Эстонии, в Литве этого нету, есть институт негражданства. Он распространяется на тех
жителей этих государств, двух государств, которые переехали в эти страны после оккупации СССР. То есть их не считают за граждан, они пользуются определенными правами, но какие-то прав у них нету. Их дети, уже сдав экзамен и так далее, то есть там владение языком, чтение клятвы также, и как бы уже становятся гражданами. Вот хотел следующий тогда вопрос задать по поводу, как произойдет, то есть мы все понимаем, что будущий независимый Башкортостан, будущий независимый Черкесия, Татарстан и так далее, там Ингушетия, Чечня, возможны только в случае какого-то коллапса. Коллапса этой системы, крушения этого путинского кровавого режима только в этом случае. Потому что, ну, как мы видим, добровольно никто нам не собирается ничего дарить. И вот как ты считаешь, Рустам, как будет происходить этот коллапс? На основе чего он будет происходить? Что станет триггером? Спасибо, Руслан. Ну, значит, я не считаю, что необходимо ожидание какого-то коллапса, потому что его можно ждать и не дождаться, тем более в наших условиях. Второе, значит, вот в части, значит, как будет это происходить, но мы все желаем, и это нормальное человеческое желание, чтобы все происходило бескровно. Естественно, это желание абсолютно любого здравого человека. И при этом мы понимаем, что никогда, даже в случае коллапса, даже если это произойдет сегодня, никто просто так не уступит власть ни народу, ни определенному народу. Потому что очень много разнонаправленных течений существует. Это вот упомянутые нами в начале нашего разговора манкурты, которые сегодня, можно сказать, составляют элиту определенную, так называемую, во всех регионах. Никто из них не захочет лишаться ни, значит, своих активов, ни власти. Постараются подмять, постараются возглавить последствия этого коллапса. Все сразу забудут, что кто, допустим, вел национально-освободительную борьбу. Они постараются оседлать. Мы это все прекрасно понимаем. Поэтому любому народу абсолютно, ну не знаю, может быть, кому-то повезет, в истории были, значит, ну, это стечение обстоятельств было, когда более или менее бескровно, допустим, удалось обрести независимость балтийским государствам. Это вот такой пример, скорее всего, исключения из правил. Но все другие народы, которые сегодня находятся на территории этой федерации, они совершенно в других условиях находятся. Любому народу нужна прежде всего политическая воля и определенная сила, чтобы за спиной стояла. Не за спиной, а прямо внутри там стояла. Что это за сила должна быть? Это должна быть военная сила. Соответственно, за ней должна стоять финансовая сила. И рассчитывать на помощь какого-то Запада условного, либо каких-то группы каких-то государств здесь бессмысленно. Война в Украине это показала. Несмотря на то, что Украина является полноценным, признанным во всем мире государством, членом ООН, вот как пример можно рассмотреть, как она получает помощь от этого демократического, вполне возможно, условного Запада. Никто никогда не поможет в таком объеме, в тех масштабах ни одному народу на территории
нынешней России. Поэтому это очень сложный вопрос. К этому вопросу каждый народ двигается самостоятельно. И, ну, все в эфире не скажешь, к Ну, сожалению. Рустам, ну, если исходить из твоих слов, то есть каждый должен рассчитывать сам на себя. Я в этом глубоко тоже убежден, согласен с этим, но я также считаю, в некотором вопросе я, возможно, о том, что когда произойдет тот же самый коллапс, когда начнется, я думаю, что, скорее всего, начнется гражданская война, как между действительно многими силами, течениями, которые сегодня есть. Есть ура-патриоты, есть либералы, есть хорошие русские, у которых тоже есть какая-то часть поддержки общества. Вот, разные. И есть, скажем так, системные либералы, которые и там, и там. Вот, и когда вот начнется вот эта борьба за власть там в Москве, будет возможность как бы здесь уже нам всем, скажем, да, попытаться освободиться. И вполне возможно, если уже сейчас мы видим, что это не какое-то мощное государство, которое вот в какой-то там час X рухнет, может рухнуть там, ну и начнется смена режима. Это очень сейчас слабое государство, экономически слабое, удушаемое санкциями, очень, скажем так, сильные разные течения, разнонаправленные, очень сильный национальный вопрос стоит. И когда вот это слабое государство действительно в час X, во время начнется большая смута, то почему бы, скажем так, тем же самым, ну, берем, допустим, организацию тюркских государств, ну, они не смогут, скажем, вступиться за тюркские государства, Турция за Кавказ, и повлиять и ввести силы миротворческие в случае чего, если вдруг начнутся какие-то акты геноцида, междуусобные войны. Такой вариант не рассматриваешь? Ну, я как бы рассматриваю все варианты, все варианты. А что касается организации определенных каких-то, можно, допустим, для примера взять и организацию тюркских государств или какую-либо другую. Организации в полной мере не имеют ни инструментов для того, чтобы оказывать какое-то реальное воздействие даже в случае коллапса. Поскольку сами государства, входящие в эти организации, они прежде всего думают о своей выгоде и зависимы от общемировой конъюнктуры, от позиций Соединенных Штатов Америки, от позиций других государств, там, от позиций Европейского Союза, от позиций Китая, в конце концов. Вот. Поэтому рассчитывать на то, что точно помогут, нельзя. В этом случае надо принимать меры без учета помощи. Надо готовиться, как говорится, надеяться на лучшее, готовиться к худшему. И в свете этого вот сегодня, сейчас необходимо проводить консультации, переговоры с теми силами, которые стремятся и которые гипотетически, возможно, получат власть в Кремле в том или ином виде. Здесь сегодня на берегу надо проводить с ними переговоры, чтобы избежать гражданской войны, чтобы избежать каких-то кровопролитных последствий, где бы то ни было. Я считаю, я, как говорится, не через призму розовых очков смотрю на либеральную или там системную оппозицию в России. Я прекрасно понимаю, что в большинстве своем у так называемой российской оппозиции сохранилось и преобладает имперское мышление.
Но сегодня, ввиду их положения и ввиду нашего положения, есть рэперные точки, где можно договориться, где можно прийти к каким-то ну, общим знаменателям. Потому что развитие ситуации, когда все перетечет в какую-то гражданскую войну или кровопролитные столкновения, которые вызовут необходимость внешнего вмешательства, невыгодно точно так же и им. Это потеря суверенитета. Поэтому есть среди них наверняка и разумные люди. Им необходимо увидеть, что силы, которые борются за свои права, за свою независимость, это действительно реальная сила. И когда они это будут видеть, я думаю, что мышление у многих изменится. При этом я отмечу, что у многих оппозиционных политиков позиция как раз-таки очень согласующаяся с нашей позицией. Я могу отметить, допустим, Гарри Кимовича Каспарова, который абсолютно открыто заявляет о том, что народы, значит, колонизированные народы имеют право на независимость и на свободу, и на построение своего государства. И есть и другие политики. Поэтому я все-таки питаю надежду, что в конце концов мы все-таки уже и историю знаем, и информативно более подкованы. Нам удастся, во всяком случае, широкомасштабных каких-то кровавых последствий избежать. Вот раз мы перешли уже к хорошим русским, так называемым. Кстати, данный термин был дан как раз и Гарри Кимовичем Каспаровым. Легкой его руки. Вот хотел бы узнать, почему тогда на сегодняшний момент, спустя уже 3 года, нет с их стороны попыток как-то взаимодействовать с национальными и регионалистическими движениями. Хотя мы видим, что, скажем так, их речи начинают меняться. Если еще 3 года назад они вообще ничего не говорили о спаде России, о независимости, и принимали это каким национализмом, да, приковством, то сегодня многие, скажем, вполне себе респектабельные политики российского масштаба действительно открыто говорят, как Гарри Каспаров, да, как Евгения Чирикова, Слав Иноземцев. Да, они там с оговорками, там с какими-то говорят, что нужно референдумы проводить, там, что нужно учитывать там население, которое сейчас проживает, другое население и так далее, и так далее. То есть кто-то говорит, что нужна просто расширенная федерализация, либо конфедерация вообще. Вот. Но, то есть они еще не созрели для того, чтобы вступать с нами в контакт и обсуждать это на мировом уровне? Или это их сдерживает вот этот действительно великодержавный шовинизм, который не может их отпустить? Потому что, закончу вот, потому что уже даже сейчас мы видим, что ПАСы, то есть, да, Ассамблея Европы, то есть Совет Европы, начали принимать в резолюциях пункты, которые именно открыто говорят о деколонизации, о том, что независимые, о том, что национальные республики должны получить свою независимость. Вот почему они до сих пор не идут? И нужны ли они? Спасибо, Руслан. На мой взгляд, значит, 2 причины основные. Почему не идут на контакт, так скажем, давайте уже по Гарри Кимовичу, так называемые, значит, хорошие русские. Значит, первая причина – это внедренный, можно сказать, на уровне ДНК империализм, имперское мышление. С этим что-то поделать можно. Вообще, в принципе, совсем можно что-то поделать. И второе, основной фактор, который сегодня присутствует, я считаю, это то, что они не видят реальную... Вы вот сейчас, задавая вопрос, частично на него и ответили. Они не видят реальную силу. Значит, смотрели как на фриков,
и так далее, и потихонечку начало меняться это мышление. Вот, допустим, давайте возьмем отношение, допустим, к Чечне у русских либералов, оппозиционеров, хороших, так скажем, либералов. Отношение к Чечне. Значит, по отношению к Чечне они практически, ну, отмахиваются. Ну, Чечня-то бог с ним. Типа этого. Понимаете? Потому что они понимают, не так, так эдак. В любом случае это государство, ну, уже де-факто не Российской Федерации. За этой республикой, за этим народом в той или иной форме есть какая-то сила. Будь то ахматовцы, будь то правительство Ичкерии в изгнании, будь то демократические силы. В любом случае за ними уже какая-то сила. Большинство же народов, значит, на территории Федерации, пока эту силу еще не показало. Вот только-только, вот я хотел бы здесь отметить отдельно, вот огромную роль сыграла Лига свободных наций. Вот в подъеме авторитета национально-освободительных движений этих народов. Вот сейчас начинают проявлять реакцию. И я думаю, что при такой динамике развития даже те, у которых реально было имперское мышление, они и начнут и понимать, и воспринимать, и те, кто, значит, откажется от переговоров с национально-освободительными движениями, они просто отстанут. Выиграют те, которые как раз-таки будут вести переговоры и достигать договоренности с национально-освободительными движениями. Вот на этот уровень мы выходим. Получается, как история столетней давности, когда белое движение, скажем, отказалось признавать за национальными движениями право создания своих республик, право на независимость. Помним, да, когда она отказала Маннергейму, когда она пыталась расформировать башкирское правительство. А красные, наоборот, воспользовались этой ситуацией, воспользовались этим силами национальными освободительными движениями, признали их и выиграли. Ну, немножко что-то вот очень схожее есть, да, как говорится, история право повторяться. Ну и заканчивая тогда последний вопрос, хотел вот здесь спросить. Сейчас все идет к тому, что, скорее всего, наверное, будет мир. Не факт, не обязательно, но к этому, скажем, об этом все больше и больше говорят. И вот последний новость стал о том, что Зеленский и Маров, командующий Украины, сказали о том, что Украина готова к переговоры начнутся, возможно, какое-то перемирие. Сколько это отразится на национальных движениях? Отодвигается ли в этом случае тогда наша идея, наши цели в зависимости от распаде России? Спасибо, Руслан. То, что возможно перемирие на данном этапе войны между Украиной и Россией, ну, это однозначно. Это объективная ситуация, когда обе стороны выдохлись. Это будет не мир, это будет перемирие. И я как бы, допустим, с точки зрения выгоды для национально-освободительного движения нашего народа не рассматриваю. Я считаю, что любое перемирие, любой мир, спасающий жизни украинцев, я считаю, что это хороший исход, во всяком случае, на данном этапе. Что касается последствий, значит, может ли отразиться заключение мира или перемирия на данном этапе, я скажу так, мое субъективное мнение. Я никогда не отталкивался от того, какой исход будет или какой этап
будет в войне России с Украиной. Наше национально-освободительное движение будет отталкиваться от существующих реалий. Рассматривается как и, значит, перемирие в этой войне, рассматривается и такой вариант, как и заключение долгосрочного мира. У нас есть планы и А, и Б, и С. Отталкиваться от... Конечно, мы принимаем, значит, существующие реалии в международной политике, которые динамично меняются в свете последних событий в Соединенных Штатах Америки. Мне кажется, сейчас самые большие изменения будут происходить там. Тем не менее, в отрыве от этого мы рассматриваем путь нашего национально-освободительного движения. Я не могу сказать за национально-освободительные движения всех народов. Они очень различаются даже по перспективам. Вот я не буду указывать, какие именно, но есть национально-освободительные движения, которые придут как раз-таки к какому-то варианту федерализма. Потому что построить полноценное государство для них будет крайне сложно, почти невозможно. Надо смотреть на вещи реально. Но при этом то, что они сейчас такую борьбу ведут, поможет, мне кажется, на мой взгляд, им в будущем для того, чтобы в какую-то федерацию войти вместе с Москвой, на более выгодных условиях. Вот как я вижу это. Хорошо, спасибо большое. Спасибо за участие. Я надеюсь, что не в последний раз. И будем обязательно общаться, ждать текущие события и бороться за независимость народов и наших государств. Я тоже вас благодарю, Руслан, за приглашение. Для меня это большая честь выступить перед вашей аудиторией, перед представителями вашего народа. Я желаю и вашему движению, и вашему народу всего самого наилучшего. Большое спасибо. Ахмед. Подпишись на «Свободный Башкортостан».